Мы сегодня разговаривали про то, как Инара оказалась в Ирландии, какие у нее были первые ощущения, как это выглядело 20 лет назад. Да, как много изменилось за это время в Ирландии, как изменилась страна, как изменилось общество за это время. Мы разговаривали про семью, про интернациональную семью. Про институт брака в Ирландии. Да, про отличия мужчин казахстанских и ирландских. Да. Как здесь организована казахская society, какая роль Инары в этом и что еще? Ну и в целом, что сделать до приезда в Ирландию, что узнать про Ирландию и что ожидать от Ирландии, да. и как себя реализовать, возможно. И про любовь. Мне кажется, про любовь к стране, к своей родной, про любовь к стране, к которой ты приехал, и, в принципе, про любовь между мужчиной и женщиной и в семье. Так что будет интересно. Смотрим до конца. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Қайтадан біздің каналымызға қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі біздің интервью подкастымыз Инарамен болады. Біз бүгінгі подкастты орысша жүргізетін боламыз, өйткені Инараға орыс тілінде ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Инараны қазір өз сөзімен өзі қысқаша таныстырып кетсін өзін. Бәріне сәлем. Меня зовут Инара. Я в Ирландии уже 23 года. Приехала сюда в 2002 году по программе языковой школы. Ну, круто. В первую очередь я хотела бы тебя поблагодарить, честно, от чистого сердца, потому что ты не все как бы соглашаются, не все так открыты к этому, поэтому спасибо тебе большое, что уделила время, пришла к нам, потому что, мне кажется, твой опыт, он уникальный, и вообще в целом твоя личность, она уникальная. И для меня, и думаю, для многих казахов, которые здесь живут, потому что Инара у нас является мамой казахского society здесь, которая всех встречает казахов, которая всех открытой душой и руками всех встречает и помогает. И за это, по идее, отдельное спасибо не только от меня, но и от всех казахов, мне кажется. Спасибо. Начнем на этой ноте, потому что, мне кажется, это очень важно проговорить, потому что мы забываем, может быть, когда-то в какие-то моменты это говорить и напоминать тебе, что ты такая у нас клевая. Я подготовила очень интересные вопросы. Ну, вот Инара сама сказала, что она уже больше 20 лет здесь, то есть у нее огромный опыт жизни здесь, бытия. И немаловажный факт, что ты замужем за ирландцем, его зовут Коннор, да? Можешь немножко чуть-чуть рассказать про своего мужа? Потому что он тоже такая личность, очень добрый, такой открытый человек. Да, моего мужа зовут Коннор. Мы познакомились с ним в начале моего пути, когда я только приехала в Ирландию. И вот уже на протяжении 23 лет мы вместе. У нас 4 замечательных детей, у которых тоже интернациональные имена. Мы им дали имена, которые подходят и в Казахстане, и в Ирландии. Их зовут Мия, которой ей 14 лет на данный момент. Потом у нас Оскар, его зовут Аскар казахша. Потом у нас есть двойняшки, которых зовут Эйден и Айла, а казахша Айден мен Айла. Вообще поэтому круто. Мы попытались так внедрить обе культуры, и чтобы имена были созвучны и в Казахстане, и в Ирландии, и чтобы, когда мы могли приехать в Казахстан, мои родственники, моя семья могли произносить их имена. Но в то же время они здесь чувствовали себя своими. Да? Нет, так, по идее, круто. Я, оказывается, этого не знала. Я знала их имена как бы в Ирландии, как мы их зовем, а то, что смысл как бы и версии казахские, я об этом честно скажу. Это вообще круто. Это для меня прям такое открытие. Ну, первый мой вопрос, ты уже чуть-чуть затронула эту тему. Как ты в целом вообще оказалась в Ирландии? Это был какой-то запланированный, долгий процесс? Либо это просто так получилось? Может, это судьба какая-то? Ну, я думаю, что это все-таки судьба, потому что мой день рождения — это 17 марта. А 17 марта — это
День Святого Патрика в Ирландии. Это огромный праздник, Да. ирландцы его отмечают, здесь проходят большие парады. И мне кажется, тот факт, что я родилась именно 17 марта, я приехала из Казахстана в Ирландию, Тот же осталась день? здесь. Да. Нет, я приехала в январе, Окей. скажем. Но тот факт, что Совпадение, я да? родилась 17 марта, и это большой праздник в Ирландии, мне кажется, это судьба. Короче, у тебя двойной праздник в этот день, да? Да, двойной праздник. Вся страна отмечает мой день рождения в Ирландии. Вот. И мне кажется, да, это была судьба, но в то же время сложились обстоятельства. У меня здесь жил и живет мой дядя. Дядя, привет. Спасибо тебе большое. Который помог мне приехать сюда в языковую школу, по языковой программе. В 2002 году было очень сложно попасть. И вообще мало кто знал про Ирландию из Казахстана. И вот на втором курсе юридического института в Актюбинске я взяла академический отпуск и приехала сюда. 19-летняя девочка, да, и вот без знания английского. Просто на год, чтобы подтянуть свой английский, выучить английский, потому что я вообще не говорила по-английски. Вот. То есть изначально это было только примерно на год поеду язык? Да, приеду, поучу язык и вернусь в Казахстан. Но я приехала, то есть я когда приехала, здесь было очень мало иностранцев, фактически не было. То есть если вы помните, евро, вот именно валюта евро, она вошла в обиход именно в 2002 году. И когда я приехала в 2002 году в январе месяце, тут до сих пор были ирландские фунты и евро. И вот евро это было первое, вот, тогда у людей даже не было евро, вот он вошел в ход. И цены были и в фунтах, и в евро, и интересно. Мне было очень интересно на тот момент. Но у меня не было денег, поэтому я не, ну это вообще интересный исторический факт, да, что ты застала это время вообще? Да, застала вот именно начало развития Ирландии как экономического расцвета, процветания Ирландии, когда Ирландия начала подниматься как часть Европы, как часть Европы. И в Ирландии произошел так называемый Celtic Tiger, когда экономика стала развиваться очень хорошо, люди стали жить прекрасно, люди стали покупать дорогие машины, покупать жилье. То есть это все произошло. Вот я увидела это все, как это начиналось. Классно, супер. Вот. И да, это была судьба. Я приехала сюда учить английский. Приехала, была здесь около года, то есть 9 месяцев. И на обратном пути на самолете, когда я села на самолет и полетела в Казахстан, на самолете я познакомилась со своим будущим мужем Конором. На обратном пути? Это точно была судьба. Да. Потому что Конор, он на тот момент работал в Азербайджане и Армении, и у него была командировка. И эта командировка должна была состояться в июле месяце, но у него очень серьезно заболела мама, у нее был инсульт. И он не полетел в июле месяце в свою командировку, а вместо этого он ее перенес на октябрь. И вот на этом самолете как раз-таки мы познакомились. То есть если бы этого не произошло, возможно, бы мы не увиделись, не познакомились. То есть это двухсторонние как бы, да? И вот я вернулась в Казахстан, но я поняла, что прожив здесь какое-то время, я стала частью этой страны, мне очень здесь понравилось, и мне захотелось вернуться сюда. Вот. И я, побыв в Казахстане какое-то время, я вернулась в Ирландию, и первым делом я позвонила Конору и сказала, давай сходим на пиццу. Сама? То есть я была инициатором. Вау! Сказала, давай сходим на пиццу. Мы сходили на пиццу, и the rest is history, как говорят. Вау! Вот. Это вообще... И таким образом мы вот уже такое количество времени вместе. Это точно. Это точно судьба? Да, это точно судьба. То есть тут, мне кажется, даже плана какого-то, даже речи не может быть об этом. Блин, ну вот у меня следующий вопрос такой появился. Ты сказала, 19 лет тебе было, да? Тебе не было страшно? Ну, допустим, ты уже училась, по идее, уже в высшем учебном заведении, да? Ну, в целом, другой... Ты же, наверное, первый раз выезжала за рубеж, да? Вот. Да, я до этого вообще, по-моему, я только была в России, в Азербайджане, но я никогда не ездила за границу. На долгий период еще. Тем более на долгий. Тем более на тот момент не было мобильных телефонов. Мобильный телефон у меня появился только здесь. И вот так вот, чтобы позвонить, или интернет. Да. Интернет был этот dial-up, который там ты шел в интернет-магазин, и ты там пытался соединиться.
А домой, чтобы позвонить, тебе нужно было идти в колл-центры, где тебе давали такую карточку, и эта карточка стоила безумных денег, и эти минуты были настолько дороги, что тебе нужно было сказать все по существу, сказать, что я жив, в порядке, все хорошо, мама, папа, я в порядке, вот, то есть ты не мог там разговаривать, как сейчас у нас очень легко, да? Да, благодаря интернету, благодаря тому, что мы живем в таком времени, мы можем общаться с кем хотим, когда хотим. А на тот момент мы писали даже письма от руки. Мне мама писала письма, я писала ей письма. Себе. Мы отправляли письма, эти письма шли 3-4 месяца, и вот таким образом мы общались. И было очень тяжело. Да, я плакала, мне было... Да, я очень скучала, мне было 19 лет, мне было совсем... То есть эти все моменты, так скажем, да, грусти, как бы скучать по родителям, по родному дому, это все у тебя было. Не так, что у тебя был юношеский максимализм, и ты тут получала удовольствие. Тем более, вот я реально, оказывается, сказала правду, у тебя уникальный опыт. Ну, то есть не было интернета, это вообще другая адаптация, я бы сказала, да? Это наверное, была другая адаптация. И иностранцев здесь было мало, потому что и все иностранцы, то есть когда ты видел кого-то там на улицах иностранцев, то ты чувствовал себя, это сейчас, то здесь так много иностранцев, что ты чувствуешь себя одним из них. Но на тот момент тебе казалось, что ты немножко отличаешься, немножко другой. По тебе видно, по твоей одежде, по твоей осанке, по тому, как ты говоришь, видно, что ты иностранец. А сейчас ты являешься одним из членов этого общества, и ты не чувствуешь себя как-то не в своей тарелке. Классно. Вот, кстати, вот мы плавно, по идее, перешли к моему второму вопросу. Как ирландцы вот на самом деле, потому что ты с ними сейчас уже, у тебя много друзей ирландцев, да, у тебя часть семьи уже ирландцы, родственники, как они на самом деле, мы как бы слышим много мнений, да, но как на самом деле они относятся к иностранцам, к иммигрантам? Мне кажется, они относятся... Я никогда не испытывала к себе никакого там дискриминации или расизма. Мне кажется, они относятся к тебе так, как ты относишься к ним. То есть если ты к ним с открытой душой, если ты с ними общаешься, если ты радуешься, улыбаешься, если ты делаешь small talk это когда ты говоришь о погоде там. И когда это все происходит, когда ты сам пытаешься интегрироваться, то и они к тебе тоже хорошо относятся. То есть, но в то же время, да, мне кажется, многие мои подруги, русскоговорящие, казашки, часто говорят, что вот они не могут наладить отношения с ирландцами. Но мне кажется, нужно время, и какое-то время, и какое-то, не знаю, общее дело. Например, если ты работаешь, если ты твой коллега, или, возможно, у вас дети ходят в один садик, или, возможно, как ты говорила, в моем случае это семья, у моего мужа есть родственники, с которыми мы общаемся, то ты то есть какой-то объединяющий фактор, да? То ты начинаешь с ними общаться, начинаешь заводить какие-то близкие отношения, и у вас становится больше общего, и таким образом Но они с самого начала, они всегда очень дружелюбные, очень приветливые, очень воспитанные, то есть они когда тебя там то есть они всегда будут с тобой наравне, общаться наравне, и никогда не будут смотреть свысока. Да. Я полностью согласна. И мне кажется, из-за того, что у ирландцев вот высокое чувство вообще и уважение, и они ценят вот комьюнити, да, вот как формат, я не знаю, как положение, они, в принципе, открыты к этому. Ну, и могут, если, как ты сказала, если ты к ним с уважением относишься, к уважением к ним, к их культуре, к их обществу, к их ценностям, то они, в принципе, тебе тоже welcome, да? Да, запустить свой комьюнити. Да, так и есть. Но вот как раз ты сказала про своих подруг, какое у них, да, мнение, как бы обобщенное в начале, возможно, да? Как ты думаешь, ты еще и много, допустим, казахов встречаешь, когда они приезжают надолго, да, сюда, либо, может быть, на короткий срок, как, допустим, студенты. Главное заблуждение об Ирландии, которое ты вот слышишь от именно казахов, либо от казахстанцев, которые приезжают?
Ну, мне кажется, главное заблуждение это, что здесь, ну, основное заблуждение это, что тут плохая погода и все время идут дожди. Точно. Это такое официальное заблуждение. Но здесь действительно плохая погода, здесь действительно идут дожди, но в то же время здесь прекрасная природа, прекрасный воздух, чистая вода, поэтому здесь очень-очень-очень приятно жить, и удовольствие. И второе заблуждение, скорее всего, это то, что здесь очень скучно и очень мало чего происходит. Вот я часто сталкиваюсь с такими вопросами в интернете, что вот сюда не приезжают там знаменитости, или здесь нету чего-то такого. Но мне кажется, опять же, если ты настроен наладить отношения, видеть людей, встречаться, ездить, путешествовать по Ирландии. И помимо того, что путешествовать по Ирландии, ты можешь путешествовать за пределы Ирландии, то вот этой скукоты, вот этого нечего делать, нечем заняться, мне кажется, проблемы такой не будет. Да, я по идее согласна, да. То есть это, ты думаешь, что это больше зависит от человека, да? То есть если ты будешь закрываться, в принципе, что, наверное, всегда происходит, когда ты эмигрируешь, либо приезжаешь вообще в чужую страну, да, ты стараешься, ну, может быть, несознательно закрыться и как-то вот почувствовать себя удобно максимально. Да. И, да, наверное, может быть, совет, наверное, больше общаться, да? Да, основной совет от меня, от жительницы Ирландии, которая здесь прожила уже 22 года. Надо общаться. И общаться не только вот со своим, допустим, в своем пузыре, в своем бабле, но находить общение в других культурах, общаться с другими людьми. В Ирландии живет очень большое количество разных национальностей, помимо ирландцев, помимо казахов. Поэтому находить общение, встречаться и путешествовать. Этот остров, он прекрасен. Этот изумрудный остров, где много всего, здесь природа. Его можно объехать за 4 часа, но ты можешь здесь много чего найти для себя. Очень много исторических мест, то есть каких-то там замки, не знаю, озера, природа. То есть ты можешь это все увидеть, понять и таким образом полюбить Ирландию, полюбить эту страну. И да, мне кажется, это самое главное. Общаться, встречаться и любить эту страну, и тогда она полюбит тебя тоже. Блин, ну это вообще классный совет любить, и она тебя полюбит, да? Теперь я хочу вот плавно перейти, мне кажется, эта секция, да, моих вопросов, она больше будет интересна в целом, может быть, и женщинам, ну и в целом, может быть, и мужчинам тоже, потому что так как у тебя интернациональный брак, очень вот интересно, как отличаются мужчины-ирландцы от, ну, давай скажем, от мужчин-казахов, да, потому что у многих у нас, у казашек мужья казахи, и ты с ними тоже общаешься очень близко, но твой муж ирландец, и вот как ты видишь это отличие, и что для тебя вот важно, ты считаешь, и как это, возможно, и повлияло, да, в выборе мужа? Потому что, мне кажется, мы at some point все равно как-то выбираем. Но мне кажется, в первую очередь, мужчины-ирландцы, они заботятся о своих детях, о своей семье в равных частях, как и женщины-ирландцы. То есть на многих детских площадках ты можешь увидеть папу-ирландца, обвешанного 10 детьми, да. который стоит там, он смотрит за этими детьми, а в это время его жена ирландка где-то там в другом месте, возможно, она работает, возможно, она отдыхает. То есть вот это вот чувство равенства, что вы равны в своих отношениях со своим партнером, и вы на равных делите все заботы и обязанности, и финансово поддерживаете детей наравне. То есть это очень, мне кажется, это очень заметно среди ирландцев, чего я не вижу в Казахстане среди казахов, возможно. И второе — это невмешательство семьи. То есть в Ирландии
родители, то есть in-laws, да, это родители мужа, свекр и свекровь, да? Они ни в коем случае не вмешиваются в семью, в твою личную жизнь. То есть вообще нету такого? Они даже вот, если они хотят к тебе прийти, они должны сначала тебе позвонить, сказать, вот можно мы придем? Или там... Это тогда, кардинальное отличие, я бы сказала. То есть они никогда не вмешиваются, не приходят. Но в то же время очень сложно, допустим, если дома в Казахстане можно там повесить своих детей на бабушку и дедушку. То есть обратная сторона. Да, обратная сторона. Здесь бабушки и дедушки ходят в парках, в белых штанах, сидят, пьют кофе красиво. Ты не увидишь их обвешанными внуками. Наслаждаются они жизнью. Наслаждаются вот этим пенсионным возрастом, своей жизнью, потому что они считают, что вот они до 18 лет своих детей довели, дали им все, что возможно, отправили их в институт, в университет, и все. На этом их забота о детях и о внуках там заканчивается. Они живут для себя, выходят на пенсию, там, путешествуют. Вот. Мне кажется, вот такое основное различие. И я планирую быть той самой бабушкой, которая будет ездить в отпуска и ходить в белых штанах. Кайф. Я тоже хочу быть такой бабушкой. Давай будем вместе. Переходим тогда к следующему вопросу про семью. Вот так как у тебя интернациональный брак, и ты сказала уже в начале, да, допустим, как ты подходила, как вы подходили к именам своих детей, да, вот в таком культурном плане не было ли каких-то конфликтов, вот когда вот сходятся два разных личности с двумя разными бэкграундами вообще, да, либо наоборот какие-то вы наоборот, может быть, нашли какие-то benefits, либо какие-то классные стороны, где у других семей, допустим, нету. Ну, один из основных конфликтов, который у нас был в начале отношений, это снимать обувь в доме. Да. Вроде так элементарно, да, думаешь? То есть ирландцы, они всегда носят обувь в доме. И когда они заходят домой, они не снимают обувь, они входят в ней, и только ложась в кровать, они снимают обувь. И для меня это было ужасно, неприемлемо. И когда мы купили свой первый дом, когда мы жили в арендном жилье, там все ходили в обуви, потому что это было большое студенческое помещение. Вот. Но когда мы купили свой собственный дом, то у меня были правила, что надо снимать обувь. И к этому мой муж очень долго не мог к этому привыкнуть и все время заходил домой в обуви, и я все время говорила: ну-ка, снимай обувь. Вот. И я таким же образом относилась к его семье. Его папа приходил, и бедный папа, которому там было на тот момент 70 с лишним лет, пытался там стянуть свою обувь, и мой муж говорил: ну как, нельзя же, он же все-таки, не надо его заставлять. Но я говорила: нет, правила есть правила, в Казахстане мы снимаем обувь, дети у нас маленькие, они ползают, поэтому он должен снимать обувь. И вот такие вот моменты, когда да, это является разные культуры, разные восприятия этого. Но для меня это был один из наших основных, наверное, конфликтов, которые я могу припомнить. Это было вот по поводу обуви. Вот. Ну а в целом, мне кажется, дело в том, что мой муж очень любит Казахстан и вообще любит. Да. Он был в Казахстане, он был в других странах бывшего Советского Союза. Он говорит прекрасно на русском языке. Я подтверждаю. Пытается говорить даже по-казахски. Да. Потом он жил в Саудовской Аравии в течение 7 лет. Поэтому он знает, допустим, восточную культуру, восточную еду, арабский менталитет. То есть он много чего знает, и он очень открыт ко всему этому. Поэтому, мне кажется, у нас таких конфликтов именно культурных не было. Он даже знал больше, скажем, потому что он очень увлечен историей. Он очень много знал про историю Казахстана, про историю Советского Союза, как он организовался, как он распался и прочее. То есть благодаря этому у нас не было таких вот больших конфликтов. Классно. Именно культурных. Да, есть конфликты, во всех семьях они есть. Да. Но культурных, но именно культурных конфликтов у нас как таковых не было. Просто потому что, возможно, он был более разносторонне развит и... В принципе, открыт ко всему, да? Да. Блин, это так классно. Потом, Конор просто реально, он такой классный человек. Конор, тебе привет. Да. И большое спасибо, по идее, Конору, потому что, мне кажется,
вот да, ты сама такая открытая, ты всех встречаешь, допустим, когда казахи приезжают первый раз, ты их поддерживаешь, ты им помогаешь очень, да, с адаптацией, с эмиграцией. Но мне кажется, немаловажная роль, что, в принципе, и твой муж это все поддерживает, и он тоже к этому открыт, к знакомству, к поддержке, да, тех же самых наших казахов, соотечественников. Мне кажется, это очень супер, и это такое классное качество быть заинтересованным, а не так, что, окей, я тебя люблю, но то, что у тебя там, твоя культура, меня как бы, может, не интересует, да? Мне кажется, бывают и такие кейсы. Да, Поэтому да, я считаю, что я достаточно тебе много... тоже так классно повезло. Мне кажется, мне И тоже нам повезло всем казахам. Да, мне кажется, на самом деле мне повезло, потому что, да, я знаю много таких смешанных браков, казахи, ирландцы или русские ирландцы, где мужчины не так заинтересованы в культуре, соответственно, они не говорят на языке, не понимают и не ездят в страну своей жены, поэтому, мне кажется, да. Классно. И вот мы планируем, в Казахстане, к сожалению, мы не были очень долгое время вместе, потому что он работал, мы переезжали, потом у нас появились дети. И вот, наконец-то, в этом году мы поедем всей семьей, включая и Конора, и всех 4 детей. Мы едем в Казахстан в конце июля. Так что, Казахстан, жди нас, мы приедем. Да. А к тебе мы будем там. И тогда, мне кажется, будет здорово, потому что Конор тоже любит Казахстан, казахскую культуру, еду. Это точно. Да, это точно. Ну, да, вот про любовь именно к Казахстану, мне кажется, это тоже, ну, допустим, мы приезжаем в Ирландию, и мы хотим, чтобы она нас полюбила, да, то же самое, допустим, Конор, он тоже так уважает, так любит нашу страну, у него и кепки, и футболка, и дети все, то есть, мне кажется, это очень сложно, по идее, сохранить, когда ты вдалеке от родины, а тем более для него он вообще с Ирландии, он не казахстанец, он не казах, поэтому, мне кажется, этому можно поучиться у него, очень даже нам самим. Мы немножко затронули, но, может быть, у тебя будет еще что добавить касательно, что вот в ирландской культуре брака в целом, да, нравится тебе больше, и, может быть, можно у них чему-то научиться, да, в целом про культуру брака. Потому что, допустим, даже элементарно, да, здесь развод, он настолько отличается от казахстанского развода, да? Да, согласна насчет развода. Дело в том, что в Ирландии очень сложно развестись. Тебе нужно прожить, по-моему, 4 или 5 лет раздельно. То есть ты получаешь официальный статус separated, и после этого ты должен прожить какое-то время отдельно, и вот только потом ты можешь развестись. И потому что разводы так сложны, ирландцы очень, как сказать, осознанно относятся к браку. То есть, но часто бывают случаи, когда они живут очень долгое время вместе, у них есть дети, но при этом они не женаты, потому что они считают, что жениться — это вот последняя стадия уже. И у нас есть родственники, которые в прошлом году поженились, но они 12 лет уже вместе живут, у них 12-летние дети, и вот они в прошлом году наконец-то в свои 50 лет наконец-то они поженились. Они поняли, что вот они друг для друга, и это вот. Поэтому, да, вот сам институт брака, институт семьи тут как-то отличается, мне кажется, что они идут к этому осознанно и женятся достаточно поздно. То есть средний возраст женатых ирландцев — это 35-30 с лишним лет. И когда мы женились, мне было 25, а Конору было 30, то для ирландцев это было очень рано. Да? И они так смотрели и относились, и думали, интересно, сохранится ли этот брак, и что будет. И вот мы уже 19 лет женаты официально, и все пока в порядке. Это, по идее, большая разница, да? Да, большая разница, то, что нельзя развестись, и люди, да, относятся к браку очень так серьезно. Вот. И мне кажется, это интересно. И теперь я хотела бы у тебя спросить вот вообще, в принципе, про твою деятельность, потому что я не буду уходить там в работу или что, в принципе, многие здесь работают, да, у них там отдельно как бы и семейная жизнь, коллеги, и друзья, но
у тебя есть особенная деятельность, такая, да, так скажем, неофициальная, но мне кажется, она у тебя уже и официальная, потому что ты здесь как драйвер всех, так скажем, нетворкинга, ты собираешь и казахов, и не только казахов, вообще всех людей, которые, может быть, с постсоветских стран, может быть, и других, да, возможно, которых я не знаю, ты их собираешь, ты объединяешь людей, ты объединяешь, возможно, судьбы какие-то, и ты не устаешь от этого, ты, мне кажется, ты много чего отдаешь, и вот насчет этой деятельности я бы хотела, допустим, тебе никто не платит, правильно? И я бы хотела вот эту твою деятельность здесь тоже раскрыть. Как ты думаешь, вот у тебя большой опыт с людьми, работы с людьми, знакомства с людьми, которые приезжают сюда жить надолго, может быть, и ненадолго. Как ты думаешь, и, возможно, это будет уже советом и какой-то помощью для тех людей, которые думают переехать не обязательно в Ирландию, а вообще в любую другую страну, эмигрировать. Скажем так, кому подойдет Ирландия? Для каких людей? А кому она, возможно, и не подойдет для долгосрочной перспективы, долгосрочного жития здесь? Да, да, как Айкерим сказала, я являюсь админом казахского чата, казахского сообщества. В Ирландии живет около 200 семей казахских, в том числе и в Северной Ирландии. Здесь, мне кажется, находятся 3 категории казахстанцев, казахов. Это студенты, которые приезжают на небольшое количество лет, поучиться, получить образование, может быть, просто приехать поучить английский язык. Потом сюда приезжают люди, которые в связи с каким-то судьбой или обстоятельствами связали судьбу с Ирландией. То есть как я, которые там приехали много-много лет назад в языковую школу, остались, вышли замуж. Но есть категория людей, которые приезжают сюда как благодаря своей работе. То есть у них есть виза, которая называется Critical Skills, которые приезжают и работают в больших крупных корпорациях. То есть и для многих Ирландия становится домом, родиной, второй родиной. Многие здесь остаются, покупают дома, берут ипотеку, остаются. Для кого-то Ирландия становится просто перевалочным пунктом, когда они едут дальше. У нас есть друзья, которые живут в Австралии. Привет, Австралия. Да, у нас есть люди, которые переехали в Америку и Канаду. Вам тоже большой привет. Вы знаете, кто вы. Мы по вам очень скучаем, и вы всегда можете вернуться в Ирландию. У нас были примеры, когда люди уезжали, допустим, в Сингапур или в Америку, и побыв там какое-то время, они вернулись сюда снова. Просто потому что Ирландия, она очень комфортна в плане образования, семьи. Здесь легче поднять на ноги, наверное, семью, детей. Поэтому многие, побыв в другой стране, они поняли, что в Ирландии вообще-то хорошо живется, и поэтому здесь возвращаются сюда, если есть возможность. Многие, побыв здесь, возвращаются обратно в Казахстан, и это тоже супер, потому что вы были здесь, вы прожили эту жизнь. Кстати, вам тоже всем привет, вы знаете, кто вы. Здесь было много в свое время студентов Булашаха. Со всеми ими я поддерживала отношения, мы организовывали встречи. Эти люди гостили у меня, оставляли свои чемоданы, когда уезжали в отпуск. Поэтому всем вам большой привет. И да, Ирландия является такой страной, которая она открыта для всех, если ты захочешь, если ты будешь, не знаю, возможно, что ты должен понять, что она не для всех, да, возможно, она не для всех, но здесь есть возможности, которые ты можешь сам реализовать, если ты, не знаю, прилагаешь свои усилия. То есть, если ты работаешь, да, если ты трудишься, если ты там платишь налоги, получаешь какие-то, но в то же время ты получаешь какие-то знания, опыт в Ирландии, то она становится частью твоей культуры, твоей жизни, и поэтому, мне кажется, да, в Ирландии, даже не знаю, как объяснить, здесь очень хорошо, если ты приложишь для этого усилия.
Мгм, мгм. Да, Ну, то есть так. это подойдет тем людям, которые, в принципе, сами хотят здесь прожить, возможно, да, какое-то время, даже если это перевалочный пункт, пункт. то есть приложить какие-то усилия к тому, да, Да. если ты будешь ничего не делать Да. и депрессниковать, то, Да. в принципе, она не для тебя, наверное. Скажем так, Ирландия не идеальная. Здесь Да. есть свои минусы. Многие знают про медицинскую систему в Ирландии, где ты Мгм. очень сложно получить, там, допустим, appointment к врачу. Поэтому многие шутят, говорят, не болейте в Ирландии, а ждите отпуска и поедете в Казахстан и вылечите все свои болячки дома. Вот, поэтому, да, она не идеальная, но в Мгм. то же время она дает тебе возможности, и ты себя чувствуешь здесь частью общества, наверное. Комфортно, Комфортно. да? Мгм. И ты можешь быть любого цвета, любой ориентации, любого, не знаю, вероисповедания. Да. Ты можешь быть кем угодно, но ты себя чувствуешь здесь вполне Мгм. комфортно. Я хотела бы закончить наш с тобой разговор таким вопросом. Мне кажется, это очень такой важный, может быть, вопрос, который человек, наверное, который тем более мигрировал в другую страну, часто будет задавать себе. Это тем более для тебя. Как ты думаешь, вот в нынешнем состоянии, где для тебя дом? И как ты это себе представляешь и понимаешь для себя? Мне кажется, ну, так как я здесь живу уже больше 20 лет, я приехала сюда 19-летней девочкой, и у меня здесь семья, у меня здесь 4 детей, муж и собака, то для меня, конечно, дом — это Ирландия, это Дублин. Здесь я себя чувствую комфортно, здесь я работаю, здесь я общаюсь с людьми, встречаюсь, то, конечно, для меня домом является Ирландия. Но в то же время я очень люблю Казахстан. Да. Несмотря ни на что, даже несмотря на то, что за 20 лет я забыла весь свой казахский язык, но я в то же время люблю очень Казахстан, ценю, всегда скучаю и всегда стараюсь поддерживать всех казахов, которые приезжают в Ирландию, морально, как-то там, не знаю, даже финансово. Поэтому для меня домом является Ирландия, но Казахстан всегда в моем сердце, Да. и в сердце моей семьи. Мои дети считают, что они наполовину казахи, они это знают. Мой муж очень любит Казахстан, и в нашем доме всегда звучит казахская речь, или казахская музыка, или казахская еда всегда на столе. Поэтому я считаю, что да, дом — это там, где хорошо, возможно. Дом — это где твое сердце, а мое сердце сейчас находится в Ирландии с моей семьей. Это вообще суперский ответ. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пришла, поделилась очень сокровенным своей личной историей. Мне самой было очень круто это слушать, потому что, в принципе, я тебя знаю уже несколько лет, но мне кажется, я много чего вообще узнала, потому что я так примерно, как бы ты знаешь, но еще больше как будто пошире ты раскрыла нам свою историю. Спасибо. Огромное спасибо. Надеюсь, всем будет интересно, мне кажется. Ну, я получила огромное удовольствие. Надеюсь, и люди, которые здесь живут, ирландцы, люди, которые живут в Казахстане, узнают про Ирландию чуть-чуть больше из первых уст и, возможно, приедут сюда отдыхать даже, может, и жить. Всем спасибо большое, досмотрите до конца.